Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. У кого вы не выходите из головы? Кто постоянно о вас думает? Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие хорошие, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, ничего себе! Какой интересный мужчина. Семерка перевернутая. Мои хорошие, здесь думает о вас постоянно мужчина, которого вы видеть не хотите, слышать о нем не хотите, знать его не хотите. Вы разорвали с ним связь, вы запретили ему к вам проявляться, показываться, заблокировать могли. Здесь полный разрыв. И еще почему-то вот семерка перевернутая. То ли вы думаете, что он какой-то неудачник, либо что с ним ваша жизнь была очень неудачной, да, отношения были крайне неудачные. Может, обманул, может, предал, может быть, действительно вот как-то с вами так поступил, что принес вам очень много горя и неудач. Но вы не хотите ни слышать, ни видеть, ни знать. Вы меня, конечно, извините, что о нем напоминаю, да, но именно он постоянно думает о вас. Вот между вами большая стена. И эту стену построили вы. Мало того, что вы ее построили, вы ее еще и укрепили так, чтобы он никак не мог до вас достучаться. А он с каким-то, вот, я не знаю, топориком пытается пробить эту стену, но у него ничего не получается. И он постоянно думает о том, что я могу еще предпринять, чтобы сломать эту стену, чтобы до вас достучаться, чтобы с вами поговорить, что-то объяснить, не знаю, выклинчить у вас еще один шанс, вернуть ваше доверие, вернуть ваши чувства, вернуть вашу любовь. Но задача очень сложная, как миссия невыполнима. По крайней мере, это так выглядит в сегодняшнем дне. Ну, а будущее уже покажет. Ну, вы же не просто так его заблокировали, да? Вы же не просто так не хотите ни видеть, ни слышать. Значит, случилось что-то очень серьезное. Вот. Мужчина, конечно, перед вами вину свою чувствует, но считает, что вы очень строгая, что вы, чрезмерно строгая, и как-то прям уж слишком вы жестко с ним обращаетесь. Он себя не оправдывает, нет, но он говорит, что ты же такая добрая была, ты же такая хорошая, покладистая была, милая, у тебя сердце доброе, большое, почему со мной так жестоко поступила, да, почему прям отрезала, по-живому отрезала. И еще знаете, что мне идет? Момент, когда вы с ним разрывали отношения, вот до него именно тогда дошло, что вы любовь всей его жизни, что так как с вами хорошо, ни с кем уже никогда не будет. Да? Вы единственная женщина, которая превратила его мрачные будни в светлые праздники. Вот, это до него дошло. И тут он вас потерял, понимаете? Тут его озарило, и тут же он вас потерял. Но вы прям совсем его не хотите. Не хотите и не подпустите. Я вижу, что вы его не подпустите к себе. В ближайшем обозримом будущем прям 100% нет. Обида, очень сильная обида у вас на этого человека. У вас до сих пор при мысли об этом человеке сердце дергать начинает, да, и болеть начинает. И, возможно, вы долго его прощали, долго там глаза закрывали на какие-то его поступки-проступки, но сколько веревочки не виться, а конец вот он близко рядом. Да, он думает о своей любви, мечтает о каком-то светлом, счастливом будущем вместе с вами, думает, что он не сдастся, что он пробьет эту стену, что он своего добьется, что вы его все-таки простите, да, что у вас все будет хорошо, что он вас куда-то вот увезет. Вы, скорее всего, думали вместе о какой-то поездке, переезде, может быть, думали, может, просто об отдыхе каком-то мечтали, планировали. Вот он вас туда повезет, говорит, я повезу. Я обязательно ее туда отвезу, все будет хорошо.
Он такой, знаете, достаточно оптимистично настроенный мужчина. Но с другой стороны, я вижу ваши отношения. И почему-то мне кажется, что ему очень тяжело придется. Прям очень тяжело. Тяжелее не придумаешь. Ну, видите, он в своей этой наивности пытается до вас достучаться. Мне кажется, что он вам куда-то пишет, а вы заблокировали, да, до вас эти послания не доходят, а он думает, что вы их как-то там все равно читаете. Да, он вам там рассказывает, как он раскаивается, как он был неправ. Там, может, просто пишет, да, в дневнике пишет, потом вам даст этот дневник почитать. Но, может быть, куда-то пишет. И еще, мои хорошие, этот мужчина, ну, которого вы заблокировали, да, от себя отрезали, мне вот идет, что с ним что-то было не так. Как будто бы он болел, либо как будто бы он, ну, может быть, даже под негативом был. То есть, может быть, он и не настолько сам по себе виноват. Может, его кто-то там очаровал, охмурил, да, там, присушил к себе. Но, может быть, он был под гипнозом, под чьим-то влиянием. Да, такое тоже может быть. И вот когда вы его отрезали, у него исцеление произошло. Ну, либо тот, кто на него влиял, потерял над ним власть, да? Ну, либо сказал: ой, она его бросила, значит, мне не нужно дальше продолжать. Вот как исцеление произошло. Может быть, он пил в свое время, да, и вы его бросили, потому что он пил. А теперь он завязал, он живет трезвой жизнью и надеется, что вы об этом узнаете и его назад как пустите, примете. Думает, очень часто думает, больше мечтает, конечно. И вот мне вот еще идет, что пишет куда-то. Да, такой человек. Дальше. Вы не выходите из головы какой-то женщины. Женщина такая, знаете, фигуристая. Ну, крупные у нее габариты. Корпулентная, возможно. Возможно, у нее что-то вот одно большое, крупное, да, там грудь слишком большая, либо бедра, либо пятая точка. Ну, такая вот, знаете, прям видная, да, про таких говорят. Есть за что подержать. Эта женщина думает о вас как о своем враге. Она думает о вас как о ком-то, кто мешает ей в ее каких-то интересах, либо в ее каких-то задумках. То есть я вижу, что она перед вами на 2 головы ниже. То есть она это тоже понимает. Она понимает, что вы гораздо лучше, чем она, но она же этого признать не может. Поэтому она начинает придумывать, что вот если бы вас не было, либо случись с вами что, вот придет ее звездный час, да, тогда она все получит, всего добьется. Может, вы конкурируете в личном, может, конкурируете там на работе, в бизнесе. Она очень многое от вас взяла, даже сама не понимает, что она делает. Она берет от вас, она как копирует, да, как копирка она какая-то, но при этом она же вас и ненавидит, да, она же вас и ругает. Хотя, с другой стороны, если бы не вы, то она бы ничего и не знала, и не умела, и вообще бы была никем и никак. Страх у нее перед вами, страх. Но знаете еще, что мне идет? Вот она все время думает, как вас переплюнуть. Да, извините за слово, но вот такие мысли у нее. И ничего придумать не может. Ничего. Она думает, что вы хитрите, она думает, что вы там чем-то таким занимаетесь, предпринимаете, накрутки какие-то делаете. Либо со всеми так хорошо и мило общаетесь, потому что вы хитрая женщина, вы пытаетесь везде там типа друзей найти, да. Но на самом деле это все не так. Вы просто очень талантливый, очень симпатичный, открытый человек. Поэтому люди сами к вам тянутся. А дело, оно в руках спорится, да, потому что вы мастер такого дела, своего дела. Вот до нее это не доходит. Хочется быть как вы, хочется быть лучше вас, придумывать себе там в голове какие-то оправдания. Как она свои неудачи, свое нежелание там учиться, развиваться, быть нормальной оправдывает тем, что вы есть, и вы ее типа затмеваете. Мысли у нее, конечно, не очень хорошие. У кого-то еще отыграется, что она даже что-то предпринимала в виде там какой-то порчи, хотела вам жизнь испортить, но у нее ничего не получилось. Либо руки не с того места растут, либо, в принципе, сама по себе она никчемный человек, абсолютно никчемный. Ничего хорошего ее не ждет.
Ничего. И я вам так еще скажу. Возможно, вы не первая, кто ей мешал. Возможно, были и другие люди, но она как-то, знаете, вот борется, потом понимает, что выиграть не может и переключается на других людей. Да, вы немножко еще подождите, скоро она от вас отстанет. Но мысли, конечно, у нее очень негативные. Так, еще вы не выходите из головы у какого-то очень симпатичного мужчины. Очень хорош собой, и лицо красивое, и фигура статная. И мужчина такой, знаете, видный, прям видный. За ним девчонки бегают. Ну, и женщины, и девчонки, да все за ним бегают. Его даже животные любят. Мужчина как солнышко. Вот куда бы он ни пришел, все на него смотрят, улыбаются, к нему тянутся. Такой прям красавчик. А думает он о вас. А знаете, почему он думает о вас? Потому что у вас глаза грустные. Потому что вы очень красивая, с такими прекрасными, но грустными глазами. Вы его зацепили тем, как вы живете, что вы делаете. Вот вы за ним не бегаете, да? Вы как-то обособленно от него находитесь. При этом глаза очень грустные. Ему очень хочется увидеть, как вы улыбаетесь, как вы смеетесь. Хочется узнать, почему у вас глаза такие грустные. Он сам не понимает, почему он о вас все время думает. Думает, вспоминает. И еще его тянуть начало к вам в последнее время. Он, конечно, с собой борется. Еще у кого-то отыграется, что у этого мужчины есть своя женщина. Ну, не обязательно жена, да, может, просто какая-то там девушка, невеста. Но его тянет к вам. И вот эта ваша загадка, грустный глаз его никак не отпускает. И вот это желание увидеть, как вы улыбаетесь. С этим мужчиной вы то ли иногда встречаетесь, то ли вот вы недавно с ним встретились, да, ну, может, в одной компании были, может быть, там где-то по работе были. Вот, и прям, ну, залип, он на вас залип. Даже ему снитесь. Кому-то каждый день снитесь, кому-то через день снитесь, но тем не менее, он не понимает, что с ним происходит, но тянется страшной силой. Так к другим женщинам никогда не тянуло. А может быть, его задело то, что вы на него не залипли, что не стали там, перед ним тоже улыбаться, не стали, как другие себя женщины вести. Может быть, это задело. Он не привык к такому, да, он же солнышко, а вы ходите тучкой рядом, даже на него не смотрите. И он такой, что такое? Непорядок? Непорядок, мне все улыбаться должны. Мне вот кажется, что с этим мужчиной у вас еще что-то будет. Ну, по крайней мере, какой-то разговор будет. Он к вам будет подходить, пытаться там что-то вам как сказать, может быть, предлагать свою помощь. Либо просто скажет: девушка, у вас такие грустные глаза, что у вас случилось, а что я могу сделать? Да, вот какой-то такой даже разговор может случиться. Но это чуть позже произойдет. Чуть позже. Не сегодня, не завтра, чуть позже. Вот, ну, интересный такой мужчина, интересный. Немножечко эгоист, немножечко такая, знаете, спесь на нем есть, ну, потому что красавчик, да, может себе позволить. Но, с другой стороны, я вижу, что у него хорошее, доброе сердце, и душа у него чистая, то есть каких-то там грехов за ним особо и не числится. Может, вы действительно грустно, может быть, вам не до мужчины, вы ни на кого внимания не обращаете, и даже на этого не обратили внимания. Но он действительно красив, и многие о нем прям мечтают, говорят. По крайней мере, в вашем окружении 100% о нем говорят. Может, вы просто не слышали, да, вам это не интересно. Но, тем не менее, он еще подойдет. Так, еще вы не выходите из головы у своих каких-то родственников. Родственники, да? Либо родная кровь, ну, либо как родство у вас через кого-то идет. Ваши родственники сильно нуждаются в вас. То ли в вашей защите, то ли в вашей помощи, в вашей мудрости, в ваших знаниях. Может, вы поссорились, может, не общаетесь, как раньше общались. Им тяжело без вас. Вот очень тяжело. И вот мне идет, что эти родственники, ну, тут 2-3, они постоянно вспоминают те времена, когда вы были рядом, когда вы помогали, когда вы что-то решали, делали, да, вот как им хорошо жилось и как сейчас плохо. А может, вы действительно участвовали в жизни этих людей, но они, например, потеряли ваше доверие, и вы перестали участвовать. Но вспоминают. Я не могу сказать, что они там вас вспоминают охами-ахами, либо наоборот каким-то дурным словом, но тем не менее, всякое бывает.
Иногда вспоминают, ностальгируют, иногда вспоминают, говорят, что вот вы такая бессердечная, отвернулись от них, а мы же ведь родня. Да? Ну, я так понимаю, что вы бы просто так не отвернулись. Ну, что есть, то есть. Думают. Женщину мне показывают, которая думает. Больше всех женщина думает. Какие-то ошибки свои вспоминает. И думает, что... С одной стороны, да, она думает, что вы во всем правы, но с другой стороны, у нее своя правда есть. Да? Ей вас очень сильно не хватает, именно женщине. Мама, может быть, сестра, у кого-то бабушка, тетушка, ну, свекровь, еще у кого-то может быть. Ну вот не хватает, что есть, то есть. Так, и еще в последнее время о вас думает какой-то человек, который в кресле сидит. Кресло у него, конечно, очень красивое, такое прям дорогое, богатое. Этот человек о вас думает. Может быть, это ваш начальник. Может быть, это начальник где-то, какой-то организации, учреждения. Почему он о вас думает? Ну, потому что вы его чем-то задеваете. У кого-то, честно скажу, отыграется, что этот человек вас боится. Боится, что вы своими знаниями, талантом можете его место занять. А может быть, он наоборот думает, что вы такая талантливая, и что свое место он передаст именно вам. Да, это вот если ваш начальник, например. Также человек может думать о том, что из-за вас могут быть какие-то очень серьезные проблемы, что он свое место потеряет. Ну, допустим, если где-то кто-то там ошибку допустил, да, а этот человек начальник, а вы начнете там копать, разбираться, в суд подадите, то потеряет этот человек свое место. Да, так интересно показали. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.